Братья мои, год уже близится к концу, осталось всего 2 месяца. А чем вы заняты? Вы знаете, что многие люди зачастую упускают в жизни благословение, а затем погружаются в потрясающую бедность. Вот что написано в притчах 17:5. «Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его». Как Бог может благословить человека, который его хулит? Ты нищий, у тебя ничего нет в жизни. Не делайте этого. Если бы все зависело только от этого человека, у него было бы много всего. Ему чего-то не хватает, и нам следует проповедовать слово, чтобы помочь ему. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Очень хорошо. Был богачом, но разорился, лишился имущества. Не говорите так, не радуйтесь. Богу это не нравится. Посмотрите это свидетельство. 2 года назад у меня начался лабиринтит. Когда я езжу в транспорте, мне нравится читать. Но из-за лабиринтита я не могла этого сделать. Когда я пришла сюда, у меня было сильное головокружение после поездки. Но когда вы стали молиться, вы в первую очередь сказали о лабиринтите. И тогда я поверила, что я исцелюсь. Я встряхнула головой, чтобы восстановиться. И чувствую себя лучше. Голова уже не кружится? Нет. Тогда наклонитесь, я хочу посмотреть. Голова не кружилась? Нет, слава Богу. Теперь я хочу помолиться с вами. Отец, мы не хотим ругаться над нищим, Бог. Или радоваться несчастью. Напротив, мы хотим быть людьми, которые благословляют. Я хочу быть таким человеком, и сейчас воспользуюсь полномочиями, которые мне дал Господь. Во имя Иисуса я говорю: зло, выйди из этой жизни. Убирайся, чтобы никогда больше не возвращаться. Во имя Иисуса. А вы скажите: я верю. Будьте благословлены во имя Христа. Аминь.